Юнусбеком Акбелевич, хочу поздравить вас и всех жителей нашей республики с рождением 500-тысячного ребенка, жителя Республики Ингушетия, гражданина Российской Федерации. Численность Ингушетии 500 тысяч человек. Полумиллионным жителем стал Мухаммад Зейтов, родился в Рубашке. Наша задача – помочь ребятам выстроить работу этого саммита и именно образовательную программу, образовательный блок. И то, что мы будем здесь делать с ними, будет большей части касаться именно элементов налаживания связи друг с другом. Международный саммит молодых парламентариев «Магаз-2019» проходит в Ингушетии. Подробности в выпуске. مصطفى عفولي يا راس حنت تشيبين أربعين نبود جمهوري حمية حوالي أغر سوق صحتي وحاج واقف ما يغر صدقة أشجع التليفون حطوه كهوك. Сегодня уже 15 лет со дня нападения бандитов на сотрудников правоохранительных органов. Вспоминаем события 2004 года и тех, кто пал смертью храбрых. 5000 родов, великолепное оборудование. Есть практически все для того, чтобы качественно принять роды у женщины с любой патологией, ну и без патологии, естественно. О достижениях и возможностях детского здравоохранения в Ингушетии рассказывают специалисты со всей страны. Второй день Всероссийской конференции врачей. По требованиям санитарного законодательства выявлены такие нарушения, как отсутствие сопроводительных документов на овощи и фрукты, также отсутствие медицинского осмотра продавца и отсутствие формы спецодежды. Колорит придорожной торговли. В чем риск для покупателей и что требует Роспотребнадзор от продавцов? Добрый вечер, это новости 24. В Ингушетии зарегистрировано рождение полумиллионного жителя республики. Им стал Мухаммад Зейтов, который появился на свет в Сунжинской центральной районной больнице. Глава Ингушетии накануне встретился с родителями мальчика Мусой и Танзилой, для которых это уже 4-й ребенок. Он пожелал многодетной семье счастья, благополучия, здоровья и вручил подарочные сертификаты от республики. Зейтовы стали обладателями 4-комнатной квартиры в Сунже и автомобиля. Кроме того, семье будет оказана материальная помощь и поддержка со стороны региональных властей. По поручению Евкурова дом, в котором находится квартира полумиллионного гражданина республики, будет отмечен памятной табличкой. В завершении встречи по исламской традиции в правое ухо младенца имамом был зачитан азан, который является призывом к благочестию и добру. Уважаемый Юнусбеком Акбелевич, хочу поздравить вас и всех жителей нашей республики с рождением 500-тысячного ребенка, жителя Республики Ингушетия, гражданина Российской Федерации. Так получилось, мальчик 13 июня 2019 года было зарегистрировано рождение Зейтова Мухаммеда Мусаевича. По счастливой случайности, значит, у родителей Зейтова Мусыбы Султановича и мамы Зейтовой Танзилы Абакаровны. Хочу поздравить родителей с рождением. Полумиллионный гражданин. Семья, у них это 4-й ребенок по счету в их семье. Пожелать здоровья, чтобы мальчик рос здоровым, на радость родителям, и чтобы был достойным гражданином Республики Ингушетии и России. Решение Малаевой, Егер, до 10 июля, сейчас квартиру там отбирают, готовят, есть сертификат, квартира есть, 4-комнатная квартира. Так, сейчас я вымышляю, я посмотрю на лиги. Вот так. Так, я машине надо будет только единственное подобрать. Мало машин хороших, чтобы без что. Я самый ах что. Ну а теперь расскажем подробно о том, кто округлил статистику и обеспечил себя с рождения. О новорожденном малыше и его семье расскажет Тамара Хашагульгова. Планируется, что она будет двухуровневой. Здесь должна быть лестница наверх.
Вот так присматривают квартиру для Мухаммада Дзейтова. Он появился на свет всего 3 недели назад и стал полумиллионным жителем Ингушетии. Дорогой подарок – сертификат на 4-комнатную жилую площадь. С правом выбора квартиры малышу в день его рождения преподнес лично глава региона Юнусбек Евкуров. Заслужил, как говорится. Так что у родителей двойной праздник. По поручению главы мы выехали с ними на новостройку, чтобы показать им один из вариантов предлагаемой нами квартиры. Поручение главы субъекта выделить 4-комнатную квартиру. Сейчас у нас еще есть определенные адреса, мы выйдем и туда несколько вариантов посмотрим, и уже когда семья Мусы и Танзила определится на этом варианте, тогда мы уже эту квартиру подготовим. А пока счастливые родители осматривают квартиру, новорожденный малыш находится у бабушки и даже не подозревает, какие приятные хлопоты он доставил своей семье. Дзейтовым, кроме 4-комнатной квартиры, вручили также ключи от машины и 1 000 000 рублей, чтобы можно было обставить понравившееся им жилье по своему вкусу. Внук родился, рада была, да еще с такими подарками, конечно, для нас это большая неожиданность. Хороший, красивый подарок. Башка холдердя, что ерлилде, что ирдохку неожиданно хамдатху. Дохку согутда. Санг хакужлахты швай кегиш виршт. Хайр дила дол бердатсу. Башба хашбага замиги мбариш бахартш. Азаддакасу президента цикахаг малхикаш сималин что она массанин башка холш. Дер яс холш. Юбилейный житель республики, 4-й ребенок в семье Дзейтовых, родился в последний день весны, 31 мая. С первых же секунд обеспечил себе собственное жилье, машину и средства. Парень вырастет самодостаточным, шутит мама Танзила. Мы вчера были на осмотре у врача, у неонатолога. Здоровы вы, алхамдулиллах, у нас все хорошо. В семье, как вы знаете, 4-й ребенок. Не думали, что полумиллионных угмви, она делряс халтался, дот помощь оказать, квартир, автомобиль, денежное вознаграждение, и это он дался дот в президенте цуаман камил хейгайчуна делряс халт сахалчун. В этот день, кроме Мухаммада Дзейтова, в родильном отделении Сунжинской районной больницы на свет появилось еще 6 малышей. Но полумиллионным по счастливой случайности стал именно мальчик из семьи Дзейтовых. Никаких сомнений в этом нет. Точный математический расчет. Врачи записывают данные каждого – пол, вес, состояние здоровья. А главное – время, когда произошло это знаменательное событие. С точности до секунды. У нас идет журнал рода, где регистрируется. Когда произошли роды, порядковый номер, это все делается. А именно, что она подойдет под 500 000, честно говоря, это только сегодня спонтанно мы узнали. Она идет у нас по порядку номера. Вот когда ей нужно было, в тот день, когда у нее был срок родов, она родила. То есть роды были консервативные. Рождение Мухаммада – знаменательное событие не только для Дзейтовых, но и для всей республики в целом. Теперь это событие навсегда войдет в историю ингушского народа. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня в Ингушетии стартовал международный саммит молодых парламентариев «МАГАС-2019», в рамках которого организованы круглые столы, лекции, экскурсии, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Приятная атмосфера и море незабываемых позитивных эмоций. Это социально-образовательный проект, который будет способствовать разработке новых моделей работы с молодежью. Репортаж Зухры Дугиевой. Международный саммит молодых парламентариев МАГАС-2019 проходит в Ингушетии с 21 по 23 июня. На открытии саммита побывал глава республики Юнусбек Евкуров, председатель Народного собрания Магомед Яндиев, министр образования Юсуп Костоев, а также другие участники. Сегодня участие в молодежном парламентаризме – это и опыт, и знакомство, и общение. Самое главное, что вы заняты делом. И самое главное, что вы изучаете, посещая регионы, изучаете друг друга. Наверное, это важнее. Наша республика – один из самых молодых субъектов Российской Федерации. В этом году мы отметили 27-летие республики. Понятно, что это небольшой исторический период в жизни любого региона, в жизни человека. Мы за это время, конечно, выросли и стали полноценным регионом Российской Федерации. И в рамках выполнения национальных проектов, которые сейчас реализуются по всей стране, в том числе регионы и Ингушетии, Северного Кавказа,
Северокавказского федерального округа должны выйти на уровень других регионов. Это масштабные проекты, которые позволят нам увидеть результаты каждый день, каждый год. Мы уже видим по реализации этих проектов, в том числе здесь, в Республике Ингушетия. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров также пожелал дальнейшей дружбы, успеха в работе, чтобы каждый из участников нашел себя в жизни. Предложил гостям посетить предприятие «Сад-гигант Ингушетия», теплицы, завод промышленных производств, а также достопримечательности республики. Если на заводах промышленных они просто посмотрят производство, с собой никто вам не даст радиатор на батарее, примерные трубы, то я думаю, что в теплицах и в саде гигант там что-то с собой дадут. То есть не дадут, по крайней мере, поедите там что-нибудь. Тоже польза будет от этого. Посмотрите на это обязательно. И это тоже вот именно в производстве рабочих мест. И мы должны над этим работать и максимально стараться это делать. Но самое главное, не затягивать ваше время, что повторяюсь, мы все были тоже в свое время молоды. Нам всегда было общение, даже когда уезжали на спортивные сборы куда-то, всегда приятно было общение. Поэтому общайтесь, дружите, старайтесь, чтобы после вот этих мероприятий вы не потерялись, а наоборот еще больше сближались. Всем успехов в работе. И я, конечно, классическому варианту могу пожелать, чтобы вы все стали депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации. Обычно, как говорят, чтобы вы себя нашли в жизни, чтобы вы добились того, чего вы себе желаете, ну, конечно, того, чего вы себе реально заслуживаете. В саммите МАГАС-2019 принимают участие представители всех северокавказских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель саммита – создать эффективную площадку для обмена опытом и консолидации деятельности представителей органов молодежного парламентаризма, общественных организаций и объединений, реализующих молодежную политику в Российской Федерации и 20 странах мира. Уверен в том, что именно молодежь со свойственной ей искренностью и верой во все лучшее может и должна изменить мир, избавив его от несправедливости и конфликтов. Вы действуете, вы предпринимаете определенные шаги, то есть вы берете на себя ответственность за происходящее вокруг нас. Каждый человек способен улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Модель развития молодежного парламентаризма в Республике Ингушетия. С таким докладом выступил заместитель секретаря регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Батыр Хамхоев. Партия «Единая Россия» в этом году объявила такой важный, масштабный проект. Это проект стартап и проект «Лидер». В Республике Ингушетия его курировал Марат Азиев, он здесь присутствует. Более 150 молодых людей, это 30% от общего количества поданных заявлений, это у нас молодые люди. Если говорить, что 10, 11, 12 лет назад молодежи приходилось, вот если у них дверь толкнулись, что политики участвуют, то сегодня эти двери открыты, любой желающий может подавать заявление, и вот эти цифры, они являются подтверждением того, что есть большой спрос на молодежь. В свою очередь, про деятельность своего молодежного парламента рассказал Абукар Добриев. В настоящее время работает третий созыв молодежного парламента при Народном собрании Республики Ингушетия. За прошедшие годы нынешним составом проведено большое количество как благотворительных, так и узкоспециализированных, можно сказать, мероприятий. Члены молодежного парламента работают совместно с республиканскими и социальными службами, правительством Республики Ингушетия, Министерством образования Республики. Далее слово было предоставлено гостям международного саммита, которые в свою очередь поблагодарили принимающую сторону. Но молодежный парламент Афганистана имеет определенные особенности, которые отличают наш парламент от других республик в том, что основная работа, естественно, деятельность ведется по реализации различных проектов по решению гуманитарных проблем социальных, потому что во многих регионах до сих пор отсутствует обычная базовые потребности людей, это наличие чистой воды, света, энергии, интернета. То, к чему мы с вами привыкли, к сожалению, в той республике это является особой роскошью для проживания. Заидуллах Закиров, представитель Таджикистана, в Ингушетии впервые и уже с удовольствием делится своими впечатлениями. Хотелось сказать, что я впервые в Ингушетии, на самом деле все очень мне нравится. Безумно рад, что попал
попал сюда, мне нравится город, понравился, можно сказать, влюбился, и именно ночной магаз вообще красивый. В мероприятии принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, руководители и лидеры органов молодежных парламентов, правительств и руководители общественных организаций. В этом году число участников насчитывается более 50 человек. В данном случае я участвую уже второй раз. Я выступала вместе с ребятами, когда это начиналось в 2018 году. В этом году я выступаю также с тренером, экспертом и работаю с коллегами в паре. Наша задача помочь ребятам выстроить работу этого саммита и именно образовательную программу, образовательный блок. И то, что мы будем здесь делать с ними, будет больше части касаться именно элементов налаживания связи друг с другом. В конце мероприятия состоялось торжественное вручение дипломов участникам и организаторам саммита. В рамках образовательной программы участники саммита посетят образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей саммита, культурно-досуговые мероприятия, примут участие в групповой работе по развитию молодежной политики. Напомним, что саммит нашей республики проходит уже второй год. В 2018 году на площадке собрались представители молодежной политики 13 стран мира. Зухра Дугиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. В ночь на 22 июня 2004 года произошла одна из самых кровавых террористических акций, проведенных против сотрудников правоохранительных органов и мирного населения республики. Более сотни человек стали жертвами той ночи. Нападению подверглись Министерство внутренних дел, городские и районные отделы внутренних дел, а также хозяйственные, оружейные склады МВД. Группы из 30 бандитов, вооруженных стрелковым оружием, беспорядочно расстреливая всех, кто попадался им на пути. Было убито почти сотни мужчин. Прошло 15 лет после трагических событий, но не проходит боль, горечь утраты близких и родных людей, погибших в ту ночь. Дети многих из них помнят своих отцов только по фотографиям, а кто-то и вовсе родился уже после их смерти. Не легче и тем, кто тогда был в строю. Оставшиеся в живых дали отпор преступникам не только в ту ночь. Сегодня во многих субъектах страны проходят памятные мероприятия. Так, в мечетях Волгоградской области читали дуа по погибшим. Сегодня в Центральном духовном управлении мусульман Волгоградской области, в мечети городе Волгограде и также в мечети городе Ворском проведена молитва, сделана дуа по погибшим 15 лет назад, в 2004 году, в результате террористического акта нападения террористов на Ингушетию. Сегодня также будет проведено мероприятие в 8 часов 30 минут возложение цветов в месте, где произошел теракт 3-4 года назад на железнодорожном вокзале в городе Волгограде. Также завтра планируется на Мамаевом кургане ингушской диаспорой сделать дуа и возложить цветы в память о погибших в теракте в 2004 году в Ингушетии. В ночь нападения на Ингушетию погибли не только сотрудники МВД республики, но и прикомандированные военнослужащие, дислоцирующиеся на территории нашего региона. Там же, в Волгограде, в православной церкви сегодня вспоминали погибших в этом неравном бою. 15 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, отряды боевиков из вооруженной бандитской группировки Шамиля Басаева совершили вооруженный рейд по территории Ингушетии. В результате этого рейда в течение нескольких часов они целенаправленно убивали сотрудников силовых структур. Увы, не обошлось без жертв среди мирного населения. В результате было убито 98 человек, в том числе и гражданские, в том числе и не только ингуши. Более 100 получили тяжелые ранения. Народ Ингушетии потерял тогда десятки лучших своих представителей, чьих-то сынов, братьев, отцов, мужей. Они отдали свою жизнь ради защиты нашей общей родины России. Мы сейчас понимаем, что эта вылазка была организована международным терроризмом. Она стала одной из целой серии террористических актов, которые были запланированы тогда на всей территории России. Наши враги
внешние силы, которые стояли за этой вылазкой бандитов, хотели дестабилизировать обстановку на всем Северном Кавказе, но не только на Северном Кавказе, но и по всей России. Они планировали посеять семена вражды и ненависти. Что значит для отца, брата и особенно для матери, когда на утро привозят тело мужа или сына или брата, который ушел из дома живым, здоровым? Боль материнского сердца невозможно унять. Время, оно, безусловно, лечит. Время может высушить слезы близких и друзей, но слезы матерей никогда не иссякнут. Ни одной семье я не пожелаю испытать то, что выпало на долю тех ингушских семей, в которые пришло горе 15 лет назад. Сила нашего народа в единстве. 78 лет назад в этот же день, в ночь с 21 на 22 июня, фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Наш народ сумел тогда объединиться. И невзирая ни на национальные различия, ни на различия религиозные, объединившись, мы дали решительный, могучий отпор врагу. Не только радость, но и горе сплачивает людей. И сегодня, отдавая дань глубокого уважения к защитникам Назрани, весь многонациональный народ нашей страны, включая и православных верующих, вместе с их родными и близкими, чтит память всех погибших в ночь на 22 июня. Помните, дорогие братья ингуши, что все мы с вами, мы разделяем вашу скорбь, мы молимся о мире на нашей стране, на всем пространстве нашей великой страны. И верим, что через единство, через то, что мы сумеем мобилизовать в себе лучшие качества народа нашего многонационального, мы победим всех врагов, и победа будет за нами. Сегодня мы отдаем дань уважения отцам и матерям, которые воспитали мужественных сынов, и, конечно, самим героям, которые отдали свои жизни за сегодняшний мир. Жемсари Муталиева расскажет. Хава Хутиева и подумать не могла, что в этот вечер видит сына живым в последний раз. Мустафа только вернулся с работы, как ему позвонили и в срочном порядке снова вызвали на службу. В это время на улице уже были слышны выстрелы. Тогда молодой человек, не теряя ни секунды, бросился на подмогу товарищам. Мустафа успел доехать до центра Назрани, когда его остановили люди в камуфляжной форме на проверку документов. Пока проверялись бумаги, сотрудник ФСБ Хутиев заметил, как один из них напал на другого молодого человека. Мустафа попытался остановить нападавших, но силы оказались неравны. После огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, Мустафа погибает, выкупив чужую жизнь собственной. Руслан Хамчиев также погиб от рук бандитов. Мать похоронила единственного сына. В тот вечер, только вернувшись, Руслан снова собрался на работу. Мать не хотела его отпускать, словно чувствовала, что больше не увидит. Таю я так ё, о, ё хати хажигу, ну, Фатима я кошвигаен. Фаяха, согдала хетм бог я врышт, круга их. Автоматные очереди и выстрелы из гранатометов не смолкали до рассвета. Родственники Руслана тревожились, пытались дозвониться до него, но связи не было. Двоюродный брат Руслана вспоминает, прежде чем прервалась связь, людям из разных населенных пунктов удалось обменяться скудной информацией. На республику напали, идет бой, наверняка есть убитые.
Да, двое футбол тажве аж дохуян, аж дулдун чудак. Обычно выйти я за несколько док, лозы хочу медет тигер. Аж там ходу даться, аж там хочу даться, хажу هذا اللي аж дулдун что. Здесь ачмева телефон, я тшавал, да юдертин хай цицерство телефон. Когда просыпаюсь, у меня перед глазами он стоит, и ночью, и днем. Даже ни секунду нету, у меня перед глазами его нету. Он для меня живой сейчас. С момента смерти сына Аси Нальгиевой прошло уже 15 лет, но время не лечит раны и боль не утихает. В один миг она потеряла все. Герихан Нальгиев душой болел за свой народ. Здесь, на этой аллее, 400 деревьев, и каждая из них носит имя сотрудника правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Ася сразу же находит родное имя, говорит, это дерево – половинка ее сына. Человек был очень добрый, хороший. Я даже соседи сейчас так, как сегодня его вспоминают, был хороший человек. В ту ночь бандгруппа Шамиля Басаева расстреливала всех сотрудников, кто попадался на их пути, но преступники не остались безнаказанными. В 2006 году Шамиль Басаев, планируя еще один теракт, направлялся в Назрань. Неподалеку от села Икажево в ходе спецоперации бандит был уничтожен. Тяжелый рок вернулся к нему бумерангом. Именно там, где он пролил кровь нескольких десятков ингушей. Десятки семей, оставшиеся без отцов, братьев, мужей, сыновей. 98 жизней. Теперь не рядом, не живые, но герои для всей своей маленькой родины. Хорошо понимая, что происходит, и что наверняка идут на верную гибель, ни один из них не сделал даже шага назад. Вся республика в одну ночь погрузилась в траур. Молодые, амбициозные, любящие жизнь, родных, друзей и свою работу. Эти истории. Неугасающая боль от тех, кто выполнил свой служебный долг ценой жизни. И в наших силах хранить память о людях, шагнувших в бессмертие и ставших примером для подражания. Жемсари Муталиева, Индира Манкеева. Новости 24. К другим темам. Экскурсия по передовым медицинским учреждениям и выезд в горы. Так была составлена программа второго дня Всероссийской конференции врачей. Ведущие педиатры страны ознакомились со всеми возможностями ДРКБ и перинатального центра. Благодаря этим стратегическим важным объектам удалось улучшить показатели детского здравоохранения. Жаридат Халухоева подтвердит. Оказывается помощь круглосуточно, то есть как по неотложке, по экстренке поступают к нам и плановые дети. Плановые госпитализации по стандартам у нас идут до часу, экстренно, неотложно, круглосуточная помощь оказывается. От регистратуры до реанимационного отделения ведущие врачи и педиатры со всей России могут лично познакомиться со всеми возможностями детских медицинских учреждений нашего региона. Отправная точка рабочей экскурсии – детская республиканская клиническая больница со стационаром на 200 мест, плюс 15 коек в детской реанимации и отделении интенсивной терапии. Здесь у нас есть гастроэнтерология, аллергология, иммунология, педиатрические койки сами. Нефрологические койки. На этом же этаже мы развернули отделение эндокринологии на 10 коек. Отдельную структуру больницы. Потому что в республике до открытия нашей клиники не было эндокринологических коек вообще. И нашим детям приходилось выезжать в другие субъекты для оказания эндокринологической помощи. На первом этаже ДРКБ разместились сразу 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше – лор-отделение и детская хирургия. Здесь, по последнему слову техники, оборудована 1 большая и 2 малые операционные, которые позволяют проводить хирургические вмешательства различной степени сложности. Здесь присутствует профиль детская хирургия, комбустиология, урология, андрология. Профиль нейрохирургии, травматология и ортопедия мы отнесли к травматологии. То есть здесь на этом же этаже операционный блок как для травматологии и ортопедии, так и для детской хирургии. На 4-м же этаже разместилось сердце медучреждения, реанимационное отделение со смотровым залом. Здесь, как объясняют гостям, маленькие пациенты проходят комплексный осмотр, чтобы определить последующее лечение. Проводится первичная манипуляция
а именно если нужно промывание желудка, если интубация, если подвигается центральный вен, предварительные стартовые обследования, а потом уже переводится в соответствующий. Какое обследование делаете? Мы можем сделать на месте УЗИ обследование. И поднимаетесь с первого этажа к ну, если, например, ребенок очень тяжелый, ответственно сюда заходит, на месте мы делаем УЗИ обследование, рентген обследование мы можем сделать на месте. А у вас есть рентгеновский аппарат? Да, у нас есть рентгеновский аппарат, аппарат. 5 этажей, сотни кабинетов ДРКБ – это не только новое современное медучреждение. Здесь работают специалисты самого узкого профиля, как опытные профессионалы, так и молодые врачи. За 2 года существования в ДРКБ прошли лечение более 18 тысяч детей с различными патологиями. Оказать быструю и качественную помощь стало возможно благодаря современным технологиям и специализированным кадрам. Их компетентность сегодня заметили и участники экскурсии. Впечатление на сегодняшний день меня оказали врачи, которые лечат сегодня ваших детей, которые понимают непосредственно, что такое клинические рекомендации, что такое порядки, стандарты в оказании организации медицинской помощи. Условия сегодня пребывания больных просто изумительные. Поэтому, кроме гордости на сегодняшний день за вашу республику, за руководителей, за врачей, медицинских сестер, санитарок, а самое главное, детей, я испытываю гордость. Это прекрасная, уникальная больница, которая в дальнейшем будет развиваться. В ней появятся новые технологии, в ней появится совершенно другая диагностическая аппаратура, которая поможет ставить тяжелые диагнозы и лечить ваших детей на месте. Детская медицина в республике действительно развивается быстрыми темпами. Об этом свидетельствует низкая младенческая смертность, которой удалось достичь благодаря определенной работе и строительству медицинских объектов 3-го уровня. К ним относится и ДРКБ, возможности, которые поразили каждого из участников сегодняшней экскурсии. Все в восхищении и очень рады за Ингушетию, что у вас есть такая больница современная, и в ней все умно и правильно организовано, и потоки, и диагностическое оборудование, и возможности у вас есть для того, чтобы развивалось ваше здравоохранение. И я думаю, что это вот только старт, начала. И то, что будут приноситься новые технологии, это очевидно, то есть и высокие технологии, потому что у вас есть все условия для того, чтобы это все реализовать на своей территории. За такой короткий срок есть база, и эту базу надо выращивать. У больниц как живое растение, его посадили, оно взошло, а дальше плоды будут позже. Все будет хорошо. Проект «Материнство и детство» по праву считается приоритетным в стране. Большой акцент на его развитие делают и региональные власти. В 2017 году в Ингушетии открыли стратегический объект, крупнейший на Северном Кавказе, перинатальный центр. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащенное современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до этого не было. С его возможностями врачи также познакомились лично. 5000 родов. Великолепное оборудование. Есть практически все для того, чтобы качественно принять роды у женщины с любой патологией, ну и без патологии, естественно. Мы подошли к одной демонстрационной доске, там выложены фамилии детей с массой тела. Смотрите, 450 грамм. То есть есть все условия для выхаживания детей с любой массой тела при рождении. Что меня еще поразило, я никогда не встречался с тем, чтобы в перинатальном центре не торопились переводить детей в детские больницы. Когда мне назвали цифру пребывания больного ребенка, новорожденного, с патологией в 7 месяцев, я сначала не поверил. Я переспросил. Хотя в положении перинатальных центров есть такая опция. Это выхаживание детей, реабилитация детей, до 3 месяцев примерно. Здесь 7 месяцев. То есть здесь есть все для того, чтобы обеспечить не только родоразрешение, но и реабилитацию и все условия для того, чтобы минимизировать известные последствия для любого учреждения родовспоможения. Это инфекции. Эта экскурсия скорее выездное совещание, которое завершится выездом в горы. Так что после изучения современной медицинской инфраструктуры гости смогут познакомиться с природной архитектурой Ингушетии. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24.
Сейчас анонс. В эту субботу в 21:40 о самых заметных событиях из жизни Северного Кавказа расскажет Зелимхан Калоев в еженедельной информационной программе «Новости СКФО». Печать в истории. Настоящие герои и благодарность за мир. 78 лет начала Великой Отечественной и 15-я годовщина гибели сотрудников органов внутренних дел. День памяти и скорби. Черная страница в истории Ингушетии. Будущие атаманы. Возрождение казачьих традиций. Темляк одевается для того, чтобы шашка, если выскочила у тебя из рук, она осталась висеть на руке. Ставропольские казаки провели военно-полевые сборы. Здоровые дети, здоровая нация. Сюда приехали участники из 40 субъектов страны. Все они ведущие педиатры России. Собрались для того, чтобы обсудить актуальные вопросы детской медицины. В Ингушетии прошла Всероссийская конференция педиатров. Что обсуждали? Учиться играючи. Безопасные каникулы с общественным советом. С удовольствием проходят все станции. Они с таким интересом проходят все станции, выполняют все задания. И в такой игровой форме дети больше познают правила дорожного движения. В Карачаево-Черкесии прошла полезная квест-викторина. Рок в Дагестане есть. Стереть границы между жанрами и зажечь не по-детски. В регионе завершился этно-рок-джаз-фестиваль «Проявление 05». Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Рейд по стихийным торговым точкам провел Роспотребнадзор. Товар там нередко по цене дешевле магазинного, но вот качество вызывает сомнения. Сопроводительных документов нет. Откуда реализуемые овощи и фрукты – большой вопрос. Эксперты предупреждают, делать покупки на стихийных развалах рискованно. Репортаж Ридат Халухоевой. Свежие фрукты и овощи лежат на импровизированных прилавках в Плиево, прямо на обочинах дорог, привлекая внимание покупателей. Картошка, помидоры, лук и яблоки. Здесь всегда можно пополнить запасы необходимого. Другое дело, безопасно ли потребление таких продуктов. Лидия Султыгова живет недалеко. Признается, ходит сюда регулярно. Это удобно, да и закупиться можно недорого, говорит женщина. Но на вопрос, уверена ли она в качестве товара, Лидия смущенно пожимает плечами. Вроде пока никто не отравился. Если товар свежий, что скажешь? Нормально все, хорошо. Мне нравится, не знаю. За других я не буду говорить, потому что я не знаю. Мне нравится. Я здесь большинство в магазине не покупаю, я здесь покупаю большинство. Все свежее бывало, ничего не гнилое, они не продают. В отличие от покупателей, надеяться на авось в региональном Роспотребнадзоре не привыкли. Еженедельно специалисты ведомства совместно с представителями муниципальных властей выходят в рейды, чтобы проверить такие стихийные базары. Вот и сегодня они смотрят наличие необходимой документации, проверяют условия хранения и реализации продукции. Продукты откуда? С Хасавюрт. Все? Да. Местной продукции нет? Нет. Вот здесь мы видим, что все стоит в тени, все на поддонах. Все закрыто. Условия реализации соблюдаются. Нарушений здесь нет. На просьбу предоставить справки и маркировки товара все отвечают как один. Документы есть, но они дома или еще где-то. При себе необходимых бумаг никто не держит. Оттого и сомнения, есть ли они у них вообще. Документы. Я ее беру в малом количестве. У них есть сертификаты, у которых я беру. Ты брала у них сертификаты? Да, я сама? у них беру, да. А здесь в наличии есть они у тебя? У меня с собой их нет, конечно. Не знала, что... Обязательно здесь должно быть. Да. Хорошо, Мадина? Чтобы Хорошо. И медицинский осмотр пройти, чтобы личная медкнижка здесь Это была. всё у меня есть. Форма спецодежды, Мадина? Да. Она есть у тебя здесь? Конечно, есть. Халатик? Халатик есть. Надо будет одеть обязательно. Без спецформы торговать нельзя. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, забывчивость не избавляет от ответственности за административные правонарушения, отсутствие сертификатов качества, санитарных книжек и документов, которые подтверждают происхождение продукта. За несоблюдение торговых норм продавцам делают предписания и составляют акты. Медкнижка, чтобы здесь на месте была. Вся разрешительная документация, чтобы здесь на месте была. При проведении проверки, чтобы ты могла показать, хорошо? Хорошо. Ценники, массына, ценыш, помидоры, огурцы, везде ценники, спецформа обязательно. Хорошо?
срочно исправить. Здесь предписание. Мадина Тибуева реализацией своей продукции занимается не первый год. Жалоб никогда не было, отмечает женщина. Труд этот не из легких, но результат довольные покупатели. Еще шамаз, если агятся непроверенные. Потому что в лучшем случае я себя подвожу, не то что людей. Проверенные, я тоже продукции азиатс. И я беру в малом количестве, чтобы свежее было. Только так. Торговля с рук является не только прямым нарушением закона, но и становится предпосылкой к другим правонарушениям. Это и антисанитария, вероятность приобретения некачественной продукции, возникновение проблем со здоровьем, обман. Не обошлось без них и сегодня. Если через неделю на повторной проверке нарушения не будут исправлены, простым предупреждением не обойдутся, подводит итог проверяющие. Установлено, что все точки санкционированы, то есть они согласованы с администрацией Назрановского района. По нашим требованиям, по требованиям санитарного законодательства выявлены такие нарушения, как отсутствие сопроводительных документов на овощи и фрукты, также отсутствие медицинского осмотра продавца и отсутствие формы спецодежды. Также частично реализуются продукты питания под прямыми солнечными лучами. По итогам нашей проверки будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений. И уже на следующей неделе мы повторные рейдовые мероприятия проведем по устранению. Если нарушения не будут устранены, то будут вынесены административные штрафы. Рейдовые мероприятия будут вестись регулярно до конкретных результатов, отмечает Роспотребнадзоре. Первые успехи уже есть. Многие продавцы проявляют понимание и не готовы рисковать здоровьем своих клиентов, занимаясь незаконной торговлей. Шарадат Хулухоева, Джамаль Тамасханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.